Шмурнов и Константин Генич. Возможно, мы сегодня пойдем на ТЭФи и войдем в историю этим матчем. А может быть, Умтити, видимо, еще не на 100% готов, но мы можем с полной уверенностью сказать, что от Самуэля Умтити хорошо пахнет. Он признался, что... В звезды все никак не может доказать, что он суперзвезда. Но, как ты говоришь, в отдельном матче можно ждать... Играет французская команда, она на пороге рекорда Лиги Чемпионов, потому что 6 ничьих подряд у Леона. Да? Вот ты знаешь, как фамилия Германа из «Пиковой дамы»? Ну. Я тоже недавно не знал, как не проходил в голову. Представляем состав Барселоны. Александр Шмурнов, Константин Генич на ответном матче между Барселоной и Леоном. Марк Рожковский, делегат УЕФА из Норвегии Нильс Фискатьен. Состав Леона. Клуб организовал 15 автобусов, прямых из Леона в Барселону. Помимо этого и Бакальницкий, Томаш Лискевич. Четвертый официальный рефери Томас Мусес. Да, матч начинается, и начинает Леон. Как знать, может быть, не последний раз в этом матче с центра поля разыгрывает Леон, потому что... чем с Умтити. Да, Эрнесто Вальверде предпочитает Лангле, особенно после третьего места. Но там Пари Сен-Жермен в своем чемпионате играет. Атака Барселоны. Передача на Суареса. Далековато. Далековато. Положение вне игры у Каутиньо. Ну как такую передачу не сделать? Перекладной ворот Барселоны. Вот это здорово! И Месси! Вот это уже Антонио Лопес. Дальше. Вот если бы Месси пропустил на Ракитич. Фланги на передаче в центр. Следует здесь очень аккуратно все. Леонцы расположились. Марсел играет центральным опорным, по-моему. Но смотрим еще один момент. Каутиньо, нет никаких нарушений. Удар по воротам. Хотя наши коллеги из УЕФА даже рисовали 4-3-3. Со штрафного забила Барселона. Выбивает не очень далеко. Подбор набили Фекира. Чуть назад. Домбеле. Удар в ближний угол. Месси то мог проходить. Если бы подыграл, как со сборной Нигерии, да. Вот как раз Каутиньо. Здорово. Суарес ставит спину. Дальше на месте, но здесь Домбеле. Хотел мяч перехватить. Но Каутиньо абсолютно по ДНК игрок Барселоны. Почему? К тому, как ходит мяч. Вот это здорово. Пас Альбе. Чуть посильнее бы Альба успел поставить с первой половине поля, когда еще Леон не успеет перестроиться. Вот так вот эти линии скрыть будет тяжело. Месси, тем не менее, удается это сделать. И временно вышел и сыграл чисто. Вот если бы правой ногой подыграл себе, в одном должен серию вылететь. Вот это не очень приятно. Об этом бы Антонио Лопес. Месси. Передача назад. Отодвигает Леон Барселону. Заброс Бускетса на Суарес. Пока как-то это все далеко от ворот. Но вот эта хорошая стенка. Суарес. Пенальти. Пенальти. Как же грамотно подставился Суарес. И Денейр подогнул ноги. Он не тронул мяча. Это самое главное. Он пытался как-то избежать. Вот он сыграл глупо. Да. Вот если Менди сыграл очень умно. Да, он сыграл глупо, потому что показывает. Ну ладно, Месси бьет. О, красиво, красиво. В стиле Агуэро, аргентинцы. В стиле Антонина Паненки. Да, самое главное. Хорошо, да. У нас уже не будет дополнительного времени. Мы уже поздравляем коллегам. Констатировать. Вот. И вчера просто Агуэро тоже исполнил похожий пенальти с правой ноги, но Месси умница. 1-0. Да, ну и Месси создал опасно. Это очень опасный удар. И мяч идет выше ворот. Муса Дембеле, казалось, должен просто под еще момент. Каутиньо. Антонио Лопес получает по лицу. И свисток польского арбитра. Остался Антонио Лопес. Здесь Луис Энрике. Тоже неожиданно. Ну как, Люи. И тебе, в смысле, в Амстердаме тебе не был ясен расклад? Нет, перед второй игрой не было, потому что у Реала перед игрой очень уверенно. Суарес, удар в дальний угол, Лопес, с ним все в порядке, а вот с Ракитичем не очень, он пробил без хорошей позиции. Что-то придумать очень плотно и на половине поля Барселоны, там располагаются быстро защитники, занимая свои позиции. Было раньше, при разных тренерах, там при Луисе Энрике, я уж не говорю про Гвардиолу. Что сделал Суарес? Луис Суарес, брависсимо. Мало того, что он двоих обыграл на линии штрафной, качнул вратаря и в этот момент выдал голевой
пас на пустые ворота Филиппа Каутиньо. Для бразильца важнейший гол. Ну а Суаресу аплодирует весь стадион. Блистательный маленький шедевр выдал уругваец. Да, это было очень здорово, но я бы отметил передачу, которая пошла. Он ведь и капитан, и лидер, и человек, от которого должна просто исходить воля. Месси. И пятки, пропуски мяча. Альба. Нет. Дива, как опять, и Каутиньо. Ну, вот и Каутиньо почувствовал себя куда увереннее, да? В любом случае Леону надо атаковать. Ферлан Менди, передача. Артур. Будет, Месси забил и пошел забивать Каутиньо. Если он успеет к этому мячу, нет, не успевает, потому что здесь Антони Лопес. Но Леон продолжает в концовке первого тайма атаковать и идет в штрафную и бьет Муса Дембеле, прорывает вертикально, горизонтально, режет по всей матрице защиту Леона и зарабатывает. На Раки нет, на Бускетса. Бускетс, какие широкие мозги от этого художника. Уже отыграли. Но Барселона играет скорее вот в этой концовке более... Оказался с Марсело. Ты Марсело с Марсалом путаешь. Ну все, ладно, проехали. Месси не такой, вот Марс. На самом деле он, конечно, никогда просто не стоит. Ох, какой подкаст сейчас был. Тоже на желтую карточку от... Можно на мяч сесть и тоже тебе поаплодировать. Я ни в коем случае здесь... Этот соперник неприятен, и по-прежнему при счете 2-0 нужно бороться. И вот это старание Лео Месси. И до этого Бускетс тоже там в центре поля переборчил с пятками. Подача, но выбивает мяч Пике, и можно выдохнуть. Болезненные позвонки до сих пор, наверное, болят у Семеду. Но когда вышел Серджио Роберто, он с ним справился. Здесь... По-моему, это все равно проблема Денайра. Не дотянувшись до мяча и резко идя в подкат, перекрещивает передача Суареса и убегает Иван Ракитич. Защитника Артур. Это Артур, это Месси, и это... Месси все делает аккуратно и чисто, но вот пока Горжелена переиграть. Просто отбор. Тоже это был пас в одно касание. Барселона предпочитает игру не какую-то витиеватую. И Дембеле, Муса получили предупреждение. Вот сейчас может быть желтый игрок у Барселоны. Климан Ланг потихонечку успокоил внутреннее свое состояние. Вот этот жар борьбы разжег. В начале встречи игрока Леона Тер Стеген, ну да. Это мы по Пике вошел в этот эпизод. Изящно играет Филиппо Каутиньо. Месси не останавливает Марчиник. Все. Ну а здесь, конечно, зацепил колено. Лангле очень грамотно сыграл. Подача. Убираясь, не увлекаясь. Вот, пожалуйста, такие комбинации могут пойти. Да, здесь явный офсайд у Филиппа Каутиньо. Но уже не... Вот была помарочка у Бускетса, который зачем-то в середине тайма начал играть пятками и не смог взять себя в руки. И в конце концов Суарес выкарабкался. Месси. Пауза. Денайр сыграл мяч на этот раз. Будет всего-навсего угловой. Физдепай. Подача. Пас на подбор. И пробить. А кто же пробьет? Набиль Фекир. Защитника подает, а он умеет с двух ног и бить поворотом, и вот такие подачи выполнять. Подбор, Туза. И подача. Марк-Андре. Еще будет удар. Леон забивает. Люка Тузар возвращает матчу интригу. И как-то странно вели себя защитники Барселоны. Все защищающиеся. Они смотрели за тем, как мяч летает над их головами. И французы выбираются на позицию для удара. То один, то другой. И смотрим еще раз. Подача от Депая. 5 игроков в оранжевой форме. Мартиник, но с мячом-то Леон остается. Удар в ближний угол. Набили Фекира. И мяч проходит над перекладиной. В Барселоне ситуация поменяется. Альба. Передача в центр. Каутиньо. Все, какой-то штрафной. Мяч. Менди. Будет подача. Опасно. Депай. Удар. И еще у нас в матче один Дембеле сейчас появится. Но вот самое интересное, кого он заменит. Ракитич, Месси. Ох, как красиво. И пустые ворота. Каутиньо. Кто не способен, особенно когда еще юниоры начали выходить на поле.
Ну, а Леон продолжает. А у Барселоны нет сейчас самоуверенности? Моменты и для себя, и реже для партнеров. Альба, красивый перевод на Месси, но скидка тоже надежная от Марселя. Месси, действительно, здорово. Альба, вот его излюбленная передача Месси. Удар заблокирован, но идет от Бускетса. Менди набирает скорость. Здесь абсолютно один. Дюбуа был абсолютно один. Месси, вот эта ошибка может дорого обойтись. Месси, ой, что он сделал? Месси с правой ноги все-таки забил этот мяч, пробив ладонь Матье Горшлена. Но как же он усадил, словно зачеркнул двух защитников Леона. Как он на паузе. Даже я уже хотел прыгнуть под этот удар, а он взял и убрал нас всех вместе Вся в буфет. Франция уже неслась прыгать под этот удар. И всю бы Францию тоже. Месси в штрафной, прострел! Браво! Великолепен Лео Месси и тогда Олимпиаду, да, будет дополнительный шанс. Ну а Дембеле делает счет 5-1, забивая между ног вратаря.